В эфире новости, в студии Василий Радченко и главное к этому часу. На базе училища Олимпийского резерва в Якутске развернут инфекционный стационар. Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Нацпрограмма профобучения и получения дополнительного профобразования стартовала в Якутии. А якутянка Сардана Трофимова заняла первое место на московском марафоне и побила свой собственный рекорд. За минувшие сутки в регионе выявили 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина. Так, в Якутске выявили 31 случай, в Верхневилюйском районе 6, в Среднеколымском 5. По 4 случая зафиксировали в Вилюйском и Хангаласском районах, в Жиганском, Мирнинском, Аймиконском по 3 и по одному новому случаю зафиксировали в Верхоянском, Нюрбинском, Сунтарском и Чурапчинском районах. От COVID-19 скончался 1 человек. За сутки лабораториями республики проведено почти 3000 исследований. Ольга Балабкина добавила, что республика принимает все меры для ликвидации очередей при госпитализации. В частности, на базе училища Олимпийского резерва в Якутске развернут инфекционный стационар, где с ночи субботы принимаются больные с легкой формой. Я хочу обратиться ко всем пожилым гражданам нашей республики. Пожалуйста, сохраняйте свое здоровье. Достаточно сложно в сегодняшних условиях непосредственно и системе здравоохранения, и врачам. Но количество больных именно пожилых у нас увеличивается. Поэтому я хочу обратиться к детям, к их внукам. Берегите своих пожилых граждан. Пожалуйста, будьте очень аккуратны и в своих контактах, и постарайтесь избегать излишнего общения. Конечно же, хочется всегда рядом находиться с внуками и с детьми. Но очень хочется, чтобы наши родители всегда были здоровыми. Я думаю, что те, кто сегодня у нас лежат в больнице, те родственники Катыроя и те, кто уже выздоровел. Те, кто лежат в больнице, конечно, я желаю нашим пожилым гражданам выздоровления. А те, кто уже выздоровел, призывайте всех остальных все-таки беречь свое здоровье. Вирус очень коварный. Очное обучение началось во всех 26 образовательных учреждениях Чурапчинского района. Школы распахнули свои двери для 3500 ребят. В том числе начала работу республиканская спортивная школа имени Дмитрия Коркина. Там обучается более 400 детей. Из них с сегодняшнего дня к очному посещению привлекли 290 ребят. Остальные 146 воспитанников – это представители других районов. Они продолжат учиться в дистанционном формате. Кабмин расширил перечень медицинских товаров, освобождаемых от НДС. Его утвердил премьер Михаил Мишустин. Речь идет о специально оборудованных легковых машинах. Они оснащены подъемниками, поручнями, особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. Освобождение от НДС уменьшит стоимость таких автомобилей и увеличит их количество в регионах. В перечень медицинских товаров, которые будут также освобождены от НДС, внесены медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, средства для инвалидов, а также медицинские товары для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Полеты запланированы с периодичностью 1 раз в неделю. В связи с этим прекращена программа вывозных рейсов с этими странами. Россияне, в свою очередь, также могут беспрепятственно улететь в любую из них. Напомню, что наша страна приостановила международные полеты в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого можно было осуществлять только так называемые вывозные рейсы. С 1 августа было разрешено возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. С 15 августа возобновились рейсы между Россией и Швейцарией. Более километра взлетно-посадочной полосы этим летом обновили в аэропорту Мирного. Работа эта специфичная и сложная. О том, кто и как ремонтирует взлетно-посадочную полосу, расскажет Анна Винокурова. Когда в аэропорту наступает ночь и стихает рев авиадвигателей, здесь появляются строители. Только в это время они могут приступить к ремонту одного из главных объектов всего аэродромного комплекса – взлетно-посадочной полосы. Работа, которую здесь выполняют каждое лето.
Взлетно-посадочную полосу, как правило, ремонтируют ночью, когда прилеты и вылеты самолетов в аэропорту Мирного приостановлены. С 7 вечера до 6 утра сотрудники управления капитального строительства успевают отремонтировать участок взлетно-посадочной полосы и подготовить ее к новому рабочему дню. Раньше для этого привлекали сторонних подрядчиков. В этом году впервые сотрудники управления капитального строительства «Алроса». Ремонт взлетно-посадочной полосы – работа ручная и ночная. Поэтому строителям приходится нелегко. Все, можно сказать, сложное практически, да. Потому что мы занимаемся и демонтажом бетона поврежденного, заливка идет, вот это приготовление смеси, потом прочистка деформационных швов. Ночная работа, она всегда тяжела. Потому что даже за 2 месяца работы здесь, плюс-минус, не привыкаешь все равно. Сейчас здесь предстоит отремонтировать 1500 квадратных метров взлетно-посадочной полосы. Чтобы успеть в срок, привлекли 12 строителей и 3 единицы техники. Да и материалы требуются особые. Заливаем швы, чистим швы, подготавливаем. Убираем самые проблематичные места на полосе. Здесь специальный бетон, специальный для взлетно-посадочных полос. Простой бетон на взлетно-посадочную полосу не подойдет. Осень – время дождей. Во время осадков работы приостанавливают. Но в этом году погода пока благосклонна. Сегодня 95% работ уже сделаны. Сотрудники управления капитального строительства планируют закончить ремонт на следующей неделе. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Якутск снова окутало смогом. Задымленность в столице вызвана пожарами в Горном и Намском районах. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась на 181 гектар за счет обнаружения новых очагов. По данным авиалесоохраны, в регионе действует 26 природных пожаров на площади, пройденной огнем, свыше 1300 гектаров. При этом площадь активного горения составляет чуть более 2 гектаров. На тушении работали почти 400 человек и 78 единиц техники. WorldSkills Russia запускает цифровое резюме. Новый сервис включает 2 интерфейса для соискателей и работодателей. Все участники движения, которые обучались по стандартам WorldSkills с 2015 года и прошли через систему, могут попасть в цифровое резюме. Их результаты и сведения о профессиональных навыках будут интегрированы в платформу. В интерфейсе соискателя размещается базовая информация об участнике движения, о его профессиональных навыках и так далее. Кроме того, в рамках федерального проекта «Демография» на территории Якутии стартовала национальная программа профобучения и получения дополнительного профобразования. Это курсы повышения квалификации, переобучения и получения новой специальности. Основная категория граждан проекта – это женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, женщины, имеющие детей дошкольного возраста, а также пенсионеры и граждане предпенсионного возраста. Срок обучения составляет от 3 до 6 месяцев. Также обучающимся полагается стипендия. Чтобы принять участие в проекте, необходимо подать заявку в Центре занятости по месту жительства. На данный момент заявки подали более 230 граждан. Часть из них повышает свою квалификацию, а некоторые, осваивают новые специальности. Для граждан старшего поколения, также незанятых женщин, у нас предусмотрена оплата стипендий во время учебы. А для граждан старшего возраста, если они учатся в другой местности, то мы оплачиваем проезд и проживание в период обучения. Более 400 реконструкторов участвуют в воспроизведении первого сражения на знаменитом Невском пятачке, одном из самых кровопролитных мест в истории Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет в Кировской и Ленинградской области. Красная армия понесла большие потери и в итоге проиграла битву. Однако эти бои не дали состояться операции «Блицкриг», которая заключалась в молниеносной войне, и не позволили гитлеровским войскам вторгнуться в Ленинград. Православные христиане сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В преддверии праздника накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в храме Христа Спасителя в Москве литургию. Рождество Богородицы считается одним из 12 главных праздников, согласно Библии. Мария родилась в Назарете, когда ее родители молились о даровании чада. Весть о том, что у них родилась дочь, через которую будет даровано спасение всему миру, принес архангел Гавриил. В день рождения Богородицы в храмах совершаются торжественные
торжественные молебны. Священнослужители надевают одежды голубого цвета, символизирующие непорочность. Якутянка Сардана Трофимова заняла первое место на московском марафоне и побила свой собственный рекорд на классической дистанции в 42,2 километра. О старте и победном финише дистанции невероятной поддержки болельщиков она поделилась с Айсеной Бурнашовой. Стартовая зона, 9 утра, апогей бегового сезона. Самое большое спортивное событие страны собрало свыше 25 тысяч участников. Элита московского марафона Сардана Трофимова. О серьезных намерениях якутянки стало понятно еще на самом старте. Она пробежала под номером 21,42 километра и 200 метров. Для Сарданы Трофимовой это уже третий забег. Она устанавливала рекорды на московском марафоне 2 раза подряд – в 17-м и в 18-м годах. До этого дня ее время 2 часа 28 минут и 31 секунду не удалось побить еще никому. Сегодня она превысила собственное достижение. Я 4 месяца готовилась к этим стартам. И была на сборах в Кисловодске, улучшила на 29 секунд. До этого было 2:28:31, а сегодня пробежала 2:28:02. На кону стояло не просто первенство и рекорд марафона, но и путевка на Олимпиаду 2021 года. Московская трасса сертифицирована международной организацией, и, выполнив олимпийский норматив здесь, означает получить возможность участия в Токио. Значит, уже можно сказать, что вы поедете на Олимпиаду? То, что от меня зависит, я выполнила. Сейчас у нас немножко проблемы с Федерацией легкой атлетики России. Там немножко порешают, и будет известно. Сегодня вместе с личным тренером Татьяной Жирковой Сардану поддерживали многочисленные болельщики. Рекордсменка признается, что именно это и дает ей невероятную силу и уверенность в победе. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих болельщиков за те эмоции, которые они мне передали во время бега. Я всех слышу и чувствую прилив сил, когда слышу такие слова, как «Сардана давай», «Сардана катат». Впереди у победительницы московского марафона чемпионат России. Он должен пройти в декабре этого года в Сочи. Начать к нему подготовку Сардана Трофимова планирует уже в ближайшее время. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжают следить за новостями. Оставайтесь на нашем канале.